Похоже, тут ветерка нету. Короче, сегодня ветер, на море шторм, волны там балла 3, наверное. 3-2, так где-то. Поэтому вот выбрал локацию. Заодно проверить качество. Как качество. Вот памятник. Вот это всем известный Антону Павловичу Чехову. Антону Павловичу Чехову. А тут фонтан. Вот здесь вот фонтан, он, по-моему, не работает. Угу. Здесь вот идет стройка. И кричат какие-то люди, рабочие, да, которые делают. Ну, там здание, оно обвешано какими-то защитными этими тканями, чтобы, видать, пыль не разлеталась вокруг. Пыль не разлеталась вокруг. И вот там они что-то орут между собой. Ну, как там, подай, опусти, принеси. Как знаете, сами стройка идет, поэтому немножечко такой вот раздражающий эффект. Ну вот Антон Павлович Чехов. Всем привет. Всем привет, кто подключился. Так, пока еще никто не пишет. Тут вот такие красивые дома понастроены в Приморском парке. Смотрите, апартаменты. Вот здесь вот дом. Лотос или как-то он называется. Вот там вот там за этими деревьями опера Прима. Здесь гринхаус, по-моему, да? Как-то по-другому называется. Тоже апартаменты. Кстати, туда сходить, посмотреть. С вами там вид красивый такой. Сделали площадку. Так. Рюкзачок я одену. Взял с собой рюкзачок. Так вот я пока вас здесь поставлю. И пойдем. Так. Здесь такая гранитные камушки такие вот выложены. Сам памятник Антону Павловичу. В каких-то 50-х годах поставлен еще. Кстати, на солнышке-то нормально. Тепло. Вот он. Какой у него размер обуви, интересно. Что он там какой-то платочек держит. Он же был чехоткой болел. Больной, вот видно, сутулость у него определенная. Такой болезненный, впалые щеки. Такой болезненный был. Да, платочек точно держит в руках. Чехову, просто слово Чехову написано золотыми буквами. Как качество это напишите, пожалуйста. Нормальное, нет? Вот фонтан. Тоже гранита, да? Здесь клумбы. Такие красивые цветы. Ух ты, шмель. Шмель, по-моему, да? Да. И тут бабочек много летает, всяких насекомых. Что за колибри? Может, это колибри? Вот такая вот, похоже очень точно. Интересная какая насекомая или птица это. Что это такое вообще? Или бабочка такая? Не пойму. Смотрите, цветы какие интересные. New System Mail G. Добрый день. А это вы где, я не поняла.
все хорошо видно. А, спасибо. Это город Ялта. Это Приморский парк. Вот мы сейчас находимся. Здесь памятник Антону Павловичу Чехову. Угу. Ну хорошо, что видно. Я волной, кстати, пользуюсь оператором. Видно вон эти вот летающие бабочки или что это такое? Шмель, не шмель. Это колибри, точно. Колибри. Он такой длинный хоботок. И она, короче, ё-моё. Как интересно, а? Тут даже походить даже интересно. Смотрите, она такой длиннющий хоботок. Он туда цветы своим хоботком вот залазит. Так, да еще пройтись. А, я же хотел на эту, на смотровую площадку пройти. Смотровая площадка есть. И сегодня ветер, поэтому если будет поддувать, сильно не ворчите. Так, смотрите, какое дерево. Как колючка. Колючее дерево какое. Вывески здесь. Набережная Ленина 4. Угу. Точно лотос. Тут лотосы нарисованы. Тут апартаменты сдаются. Видовые. Смотрите. Какие тут растения интересные. Это его так подстригли. Какое-то дерево, это как спираль. Видно, да? Пальмы. Вот аллея пальм. Так, сейчас я вам еще покажу. Здесь. Вот стройка идет, видно, да? Тут какие-то шишки с дерева нападали. Не знаю, что за шишки. Так, и вот бювет питьевой минеральной воды в Приморском парке. Угу. Короче, полезная водичка здесь, минеральная. Бювет действует круглосуточно. По кругу скамейки. И вот можно попить воды лечебной. Вот здесь прямо, представляете? Попробовать, что ли. О, как она сильная. Можно набрать, умыться или что там. Так, дайте я попью немного вода. Ну да, у нее такой привкус. Ну, знаете, как немножечко с тухлыми яйцами. Осенью захотелось посмотреть, какая осень в Крыму. Вот приехали. Поэтому, как говорится, обычно летом бываем, а тут, все хвалят осень, бархатный сезон, как бы, вот, чтобы нас испытать, попробовать, как это, на себе, а не на словах. Понимаете, пока на своей шкуре не прочувствуешь, не поймешь толком. Вчера нормально было, безветренно, сегодня вот ветер. И вот там видно облака какие-то. Короче, вот про этот бювет. Вода здесь просто текет, да, но она с таким привкусом, каким-то, немножечко тухлого чего-то. Ну, так в целом, если вот ее пить, то можно привыкнуть, она лечебная. И вот если у вас какие-то кишечные проблемы, в небольших каких-то дозах, порциях ее можно пить, также можно ей обмывать там,
вас какие-то кожные заболевания, тоже оно как лечебное считается. Сероводородный источник. Так, ну и сейчас вот здесь пройдем. Открыт тут нет, смотровая площадка. Эти новые апартаменты тут, которые были открыты. Стройка. Все тут везде камеры натыканы. Интересные деревья здесь растут. Насажены. Хвойные породы. Открыто. Сакура. Ух, тут ресторан. Сакура. Ой, какой тут ветер, а. Ну, я ничего не... Мы приехали 3 дня назад сюда. Ой. Ой-ой-ой, какие-то тут... Это что такое вообще? Вам там, наверное, вообще дует. Но ради вида сюда стоит подняться, конечно. Извиняюсь за грохот, за ветер. Сегодня штормит, видите, да? Балла 3, наверное. Вот вышли мы сюда. Вот это вот набережная. Естественно, в такую шторм никто не купается, вас просто смоет, снесет. Да и вода прохладная. Вот там красный флаг горит. Красный флаг. Вот она, Ялта. Привет, Айси. Привет. Нет, по мосту все нормально. В 4 утра где-то проехал наш поезд по мосту. Нормально все, поезда ходят. Дорога нормальная, поэтому проблем добраться на поезде до Крыма нету. Ну, самолеты не летают, как вы сами знаете, а поезда, автодорога действует. Для легковых машин там по мосту свободный пропуск для легковых, а для каких-то там грузовых там, по-моему, какие-то ограничения есть. Поэтому сюда и на легковом транспорте можно приехать, и на поезде, как обычно. Вон там гуляют через мост, да. Да, ветерок сегодня, но отсюда вид зато красивый. Ой, сейчас вот подойду к краю. Слышно, наверное, надеюсь, меня. Подойду к краю, покажу вам тут шикарную зону. Вот это вот апартаменты Опера Прима стоят, которые накидывают тень на Приморский пляж. Вот туда вот после, там, не знаю, 3 часов начинается уже тень. Смотрите, у них тут бассейн свой. Вам не дали этот бассейн? Ух, ветруга, на. Ё-моё, ё-моё. Слушайте, ну, вот эти прогулочные корабли плавают. Ну, наверное, слушайте, плыть, да, качать будет. Поэтому, если у вас вестибулярный аппарат не очень, то вам не стоит сегодня в море, конечно, ни на чем выплывать. А то укачает, потом вам ничего не надо будет. Тут красный флаг, внизу видно, да? Ветрюган здесь. Вот такая смотровая площадка здесь построена. Ну, ладненько, пойду я. Вид шикарный, конечно, отсюда. Вид шикардосный. Детишки вон на самокатах катаются. А даже люди там на пляже, я вижу, сидят. Так, а связь-то не рвется, да? Надеюсь. А вот сама Ялта. Вон там большое здание такое, прямоугольник. Это отель Ялта Интурист.
Да, сегодня что-то погодка попортилась. Ну, осень, да. Все говорят, что так вот бывают окна. Ладно, пошли. Короче, окна бывают, когда тепло, солнечно осенью. Ну, ничего страшного. Но у нас вообще там сейчас снег лежит. Понимаете? Снег. Поэтому, а тут тепло. Можно купаться даже. Смотрите, сколько этажей под землю уходит здание. Так, сюда пойдем дальше. Там дойдем до куда-нибудь дойдем или в другую сторону пойти мне. Туда я уже ходил. Наверное, в другую. Сейчас развернемся здесь. Пойдем в ту сторону. Ух ты, звуки такие. Тир нашего детства. А вот тир, кстати. Еще досафовский тир. Тир нашего детства написано. Ретро. Местечко тут такое среди вот этих вот шикарных зданий. Вот такой вот история, кусочек истории. Тир Досафский. Там можно зайти, пострелять. Ладно, в ту сторону пойдем. Тут многочисленные телефоны написаны. Департамент недвижимости Крыма. То есть вот здесь вот можно зайти и узнать про недвижимость, которая вот здесь вот в Приморском парке, видать, сдается или продается. Ну тут, конечно, цены такие не для простого смертного все. Поэтому, ну, место хорошее. Смотрите, вот зелени сколько здесь. Пальмы, кипарисы. Кто-то шишку раздербанил. Солнышко спряталось и стало сразу прохладно. Стало. Много бабушек сейчас отдыхает. Сейчас такой как раз сезон. Сейчас мы до туда дойдем, до бассейна. Дальше подальше пройдем. Заодно проверим, как качество связи. Прохладненько сегодня, да. Ну, первый день такой. Такие вот заградители здесь, чтобы машины не проезжали. Сюда машины спускаются. Это район Колоннады, вот, кстати. Здесь вот подъем туда наверх, на Колоннаду. Карта Приморского парка. И тут придется немножко в горку топать. Немножко в горку. Ну а так вот ходить, гулять, дышать воздухом чистым. Вообще шикарно. Вообще супер. Главное, знаете, солнце не жарит, поэтому можно спокойно ходить. Но вечером уже прохладно, конечно, здесь. Поэтому надо курточку одевать. А вот эта тропинка, она куда идет, интересно? Я давно хотел узнать. Сайгон клуб, фитнес-клуб. Куда-то она идет. Здесь вот такие вот вазы
Это вот тропинка есть здесь. Такая вот тропинка. Ни разу по ней не ходил. Сайгон клуб. Куда-то наверх, что ли, она выходит. Ну, сейчас по паркам гулять хорошо. Тут машина стоит. Видать, до сюда дорога. Здесь дорога. Понятно все. А мы по этой свернем сюда. И сюда по этой вот дорожке пойдем. Тут, смотрите, вот эти трубки проложены и поливают через эти трубки. Капельное орошение, да, или как называется оно. Видать, подают воду, когда по ним они и поливаются, чтобы не бегать. Ух, какие тут деревья. Какие тут деревья. Интересно. Можно вот сюда спуститься, смотрите. Как раз вот здесь, наверное, мы сюда спустимся, да? Тут наверх. Наверх что-то неохота идти. Я вообще обленился. В последнее время лень стало куда-то в горки ходить. Все хочется по равнинной плоской местности передвигаться. Ну здесь, да, здесь ресторан «Фабрикант». Всем известный. Тут, по-моему, даже крафтовое пиво какое-то варят. И вот это тут фонтан такого плана. Смотрите. Спа-центр Приморский парк. Музыка какая-то играет. Старинная. Совсем старинная. Вот здесь вот в старинном таком стиле оформлено меню. Цены, конечно, лазунья с 3 яиц 350 рублей стоит. Такого уровня цены, короче. Сами понимаете. Фонтан светомузыкальный. Тут периодически, когда стемнеет, музыку включают и разноцветными огоньками все это горит. Картина размешана. У них пахнет от этой ихнего ресторана едой. Что-то готовят. Да, ну тут, смотрите, хорошо как сделано. Тут гранитная плитка. Как она называется? Сейчас брусчатка. Гранитная брусчатка. Такие сноса нету. Вечные, считайте. Все правильно уложено. Так, вот, на горку мы залезли. Спа-центр Приморский парк. Вот. Сейчас еще открываются еще здания. Высокие здания красивые. Там телефоны, номера указанные. Фабрикант. Ресторан, пивоварня. Ресторан, собственной пивоварни. Пожалуйста. Любители пива. Вам сюда. Крафтовое пиво собственного изготовления. Тут эти арки. Как не арка, колоннада.
две колоннады вот таких, или это одна такая колоннада стоит. И вот здесь вот бассейн. Бассейн. Это Черное море, короче. Черное море. Вот. Там Азовское море, Крым, где пальмы стоят. Ух ты, водомерок-то сколько, а здесь? Ё-моё. Смотрите. Тьма тьмущая их здесь. Водомерки. И вот здесь города отмечены. Привет, Илья Глухов. Привет. Здравствуйте. Привет всем. Так, здесь веревочный парк. Сейчас мы туда пройдем. Одесса, Николаев, города, Херсон. И вот сам полуостров Крым. Севастополь. Отмечен вот город. И вот тут вот Керченский полуостров. И вот там Керчь и этот мост, Керченский мост, Крымский мост. Вон, видно, да? Такое здесь. Здесь еще одна колоннада. Машин, смотрите, сколько здесь. Мать мужчин. Так, а как пройти вот к этим домам? Там где-то фонтан красивый есть. Парковка запрещена. Да, нет, там как-то по-другому заход. Не посюда. Приморский парс, паты, фабрикант. Вообще впечатляет, конечно. Вот этот веревочный парк. Можно полазить, народу совсем что-то нету. Ух ты, какой тут вид-то. Солнышко как раз выглянуло. Смотрите, какой тут шикардос, а. Тима, сколько стоит прогулка по Ливадийскому дворцу? Сколько стоит? Ну, 300 или 500? Такого плана, где-то так. Ну, там, если какие-то льготы есть у вас, там, инвалид или еще что, пенсионер, там, школьник, там, дешевле получается. Ну, рублей 500, что ли. Там можно с экскурсией, можно без экскурсии. Так, Ньюс. Мы из Ялты интересуемся, человек из Якутска, какая у нас погодка. Ну, смотрите, вон такая погодка. Как вам тут видон? С этой стороны здесь теннисные корты. Поэтому кто в этих домах проживает, там вообще шикарно. Вышли и вот, пожалуйста, большой теннис. Вот. Красивое местечко такое. Что-то там не пришло. Ой. Что, уже находился, что ли?
Немножко меня эта поездка вымотала. Обратный путь с Никитского ботанического сада. 130-й автобус. Он так он крутился вверх, вниз, повороты. Я аж не выдержал. Вышел. Где-то, наверное, с полчасика сидеть, оклемываться пришлось. Ой, до сих пор какое-то состояние. Нестояние, блин. Особо никуда не охота. Вот тут вот хоть можно погулять. Смотрите, какие тут алоэ, кактусы, как это называется. О, видали, домина какой. Сюда можно, в принципе, пройти по этой лестнице, но там где-то другой есть проход. Ни одного человека тут сейчас не сидит. Тишина и покой. Тут вот если вот сюда дорога, видите, да? Если вниз идти, влево, то дойдете вы до пляжа Дельфин. И далее, если там идти, можно до Ливадийского пляжа дойти. Там где-то, наверное, минут 20 надо топать, если не больше. Вот видите, туда вот дорога идет вниз, в сторону пляжа. Так, а здесь вот наверх поднимаемся. Фу, вот это интересный фонтан был. Я хотел его поснимать. Дорога, конечно, тут такая в горку хорошая, крутая. Как они тут живут-то, а? Я удивляюсь вот этим жителям города. Вот так вот вверх, вниз колдыбасить надо. А если что-нибудь со здоровьем прихватит, ходить так вот не можешь, что делать? Зазеркалье. Зазеркалье. Апартаменты шикарные. Здесь несколько зданий с подземными гаражами. Косметология, отель, спа. Заходите на сайт этого жилищного комплекса и узнаете, почем. Опять ветер забыл, а? Слушайте. Тут дорожки такие, туда можно пройти. Да, ветрюган. Ветрюган-то еще тот. Смотрите, как машина круто вниз идет. И что-то уже фигово. Слушайте, тут хорошо, когда вниз спускаешься. А вот вверх, когда идешь, это, конечно, надо ноги тренировать, чтобы ноги тренированные были. Вообще. О, далее, да, вот один дом. Такой вот. Вон там второй дом. Он торчит вверху. Вот третий дом. И вот четвертый дом. Фу. Вообще. Так, не перерывается, надеюсь, связь. Сейчас я подымусь и почитаю, кто что пишет. Фонтаны, шлагбаум, выгул собак запрещен. Зазеркалье. Апартаменты в Приморском парке.
Звоните, узнавайте. Тут надо машину, я думаю. Без машины тут делать нехрен. Вот я уже поднялся, у меня уже сбилось все, короче говоря. Дыхание. Ну, может, это и хорошо. Такие фитнес-процедуры, да? Чем сидеть там где-то в помещении. Ой, фонтан выключили. Все, фонтан не работает, короче. Здесь. Тут вообще такой летом, в июне, когда были мы, был каскадный фонтан. Площадка детская игровая. Вот он. Но я его успел, поснимал. Короче, вон туда, вон, если выше идти, там будет проход на улицу, такая крутая улица. Мы туда не пойдем нафиг. Я почему это место узнал, потому что когда мы с аквапарка Атлантида спускались, вот как раз посюда и шли. Зеркалье. Туда куда-то дорога, там еще дома. Зона отдыха такого, релакса, скамеечки, фонтаны. О, теперь легче будет спускаться. Куда-то вот дорога туда идет, там собор, ворота. Так, собьют. Идти по этой стороне, что ли. Ух, ветру там сегодня, а? Слушайте. А я смотрел погоду. Крайне мало окон, которые светятся. Ну, вот это вот немножко интересно. Побродить здесь, что ли. Куда-то туда. О, нафиг. Колдыбасить наверх сюда. Там что-то находится. А что я не знаю, там забор. Смысла туда идти нету. Придется возвращаться обратно. Ну как, вот это вот тоже такая ходьба, тоже полезная. Ух, главное, чтобы не продуло извилины. Знаете, туда я не пойду. Тут был спуск. Как вам домик? Что-то ловить. Тут детская площадка. Гаражи подземные тоже заезд. Так, и здесь можно спуститься вон туда вниз. Вниз можно. А можно сюда. Так, это, наверное, наверх, вот к этим зданиям. Я оттуда не пойду. Мы вот сейчас сюда пойдем. По этой лестнице спустимся. Да, части дома.
спусками приятными. Неприятные подъемы, приятные спуски. Хотя во время спуска тоже можно упасть. Ух ты, какие-то шишки, смотрите, здесь растут в лесу на этом дереве. Их много здесь, такие мохнатые хвойные деревья здесь много. Поэтому воздух здесь, сами понимаете, насыщен, богат фитонцидами. Фитонцидами богат. Ну вот это новая здесь дорожка, видно, вымощена, ровненькая, типа неприятно. Хотя тоже надо смотреть под ноги. Я не знаю, как тут люди ходят, когда тут гололед бывает. Наверное, вообще никуда не ходят. Наверное, просто сидят и все. Так, все. Вышли, прошли. Тут можно посидеть. Давайте на следующий. Никого нету. Вообще красота. Ну, тут скамеечка есть. Можно на ней присесть, если вы запыхались. О, сейчас я почитаю, кто что пишет. Как хорошо сесть на лавочку, да? Ой, какая красота. Тут все самое хорошее. Солнце, ветра нету. Смотрите, да? Идеально. Чат. Да. Иногда подвисаем. Спасибо, News System MLG. А если я никуда не выбиралась из города Якутска, вот и спрашиваю Тима, логично же. Ну да, ага. Ну вот, смотрите, вот пальмы, кипарисы. Такая зона. Можно тут вот на лавочку присесть. Такие лавочки сделаны. Смотрите, какие. Там вон теннисные корты напротив. Записываетесь и в теннис играете. Чё не жить-то, да? Такой холода здесь сильного нету. А как горы то что? Эх, вниз надо ходить. Ой, я-то спать я хочу. Вообще, там, что дальше почитать? Покажи горку к отелю. Илья Глухов, какую горку к отелю, к какому отелю? Тут отелей-то полно же. Потому что осень наступила, все разъехали, бархатный сезон закончился. Ну да, закончился. Ну вот я хотя бы вчера купался. Подвисаем, да. Ну тут возможно. Но это еще хорошо. Хорошая связь, в принципе. А то бывает, что еще хуже. Ой, это на меня сон такой вообще накатывает. Прошелся, что-то спать охота. Но сон тянет. Какая-то леность вообще. Лень. Никуда не охота, ничего двигаться, ничего. Наверное, я как-то слишком резко начал ходить. Надо постепенно. Потихоньку надо начинать все делать. А то так резко начнешь и все, кирдык сломался. Короче, надо тренировать. Да, всем мало проходит.
Тут место хорошее. Ой, ой, хорошее место. Все поспать бы. Тут бы я на лавочке вот на этой бы лег бы. На этой лавочке лег бы сейчас бы. Как бомжик. И поспал бы. Что там такой вот какой-то листик висит. Как он там висит? Это у паука ниточка, да? Похоже. Вон, видно, не видно. 3 лайка, 1 смотрит. Супер-попер. Так, ну сегодня что у нас? Сегодня у нас пятница, 14. Ой, октября. Ой, ой, вообще не могу. Засыпаю прямо. Сижу прямо и засыпаю. Ничего не охота. А с другой стороны, вот помещение, когда находишься в номере, да? Там вообще фигово. Не знаю, то ли ковролин вот этот вот пропитался уже запахами там разными. Короче, там как-то не свежо, все затхло. А когда на улице сидишь, вот тут на лавочке, да, той же, просто на лавочке сидишь, уже хорошо. Уже хорошо, чистый воздух, дышится хорошо, свежо. Ну да, такой отдых, короче, для ленивых сейчас. Можно на все забить. Где-то вот так вот с чайком. Кстати, у меня же есть термос. Давайте с вами попьем чаек. Я с собой взял термос специально. Так, подождите, это я так поставил, да? Надеюсь, не упадет эта конструкция. Кресло шатается. Так, белый дом. Так, вот такой термос. С собой взял. Вот он. Видно, да? Сейчас мы его раскроем. Там, кстати, я чай кипятком залил просто и все. Так, вот так вот. Поставлю. Так, а вы в санаторий приехали или так, сами по себе? Ну как, санатории же тоже сами по себе приезжают. Да, тут мы приехали подлечиться, как раз воздухом подышать. Ну, и посмотреть, как осенью в Крыму какая погода. Так, у меня вот такая есть чашечка, крышка. Так, так вот. И мы сейчас... О, чаек. Смотрите, горячий чаек какой. Вот осенью, да? Осенью. Open close. Сюда поставлю, чтобы он не грохнулся. А то качается. Ну что, за ваше здоровье, чаек. Смотрите, пар даже идет. Класс, да? Прикольно. Стрим с Приморского парка. Пьем чаек. Да? Так, ладно, за ваше здоровье. О, горячий. У меня там еще булки есть, но я что-то булки не хочу, просто вот хочу. Просто чаек обычный черный заварил здесь. С пакетиков. В дороге лучше с пакетиков пить чаек, чтобы меньше получается возни, чем с натуральными там этими чаями. Взял пакетик, кинул в термос, кинул, он стоит, и пьешь чаек. Можно так налить этот глинтвейн. Ну, глинтвейн, скорее всего,
столько не выпьешь. Тут сколько, пол-литра, наверное. Ну, два стакана влазит. Ой, хорошо, полегчало, слушайте, а. Полегчало. Чаек попьешь, и как-то он бодрит, да? Знаете, да? Чаек бодрит. О, солнце вылезло. Вообще. Ну что, ставьте лайки там. Я что, зря сижу, что ли, в Приморском парке? Не зря же я сижу. Так что давайте лайки ставьте. Кто еще пил чай с термоса в Приморском парке в Ялте? Никто еще не пил. Красота. Даже можно еще одну чашку выпить. Знаете, в походе как хорошо взял. Всегда же в погоде аппетит, да? Так походишь по лесу и потом так вот чаек, особенно на костре, да? Шикардос. Упс. О, за ваше здоровье вторую поднимаю. Чашку чая. Ну, такие чашечки небольшие тут. Не знаю, сколько тут вообще. Как рюмка водки. Такого размера. Не, с термосом вот осенью вообще классно ходить. Так, сидишь. И согреваешься. Вообще класс. Мне вот в номер вообще неохота идти. Там сидеть вообще. Вообще ломы. Там, я говорю, там что-то как-то не так. Этот ковролин все-таки он впитывает вот эти запахи. Всякие, как его не пылесосят, там не чистят химией, да, все равно. Заходишь в помещение, сразу бросается. А если до этого кто-то курил еще, ага, не дай бог, в номере там вообще этот запах вот я не переношу, это не сам не курю как бы, да, и запахи вот эти сигарет, табака не переношу, даже вайп вот этот и то противный, не знаю, меня раздражает даже вайп, как молодежь вот это вот современная, она его втягивает в свои легкие, отраву такую вонючую, ходят, понтуются, подтягивают его, вообще не знаю. Дебилы, не знаю вообще. Свое собственное здоровье гробить, там кто-то деньги зарабатывает, а кто-то здоровье гробит. Ну ладно, давайте. За здоровье. Как-никак мы сюда приехали, чтобы получить здоровье. Ну, сейчас перегрева нету на солнце, поэтому вообще класс. Я думаю, ветра вот эти кончатся все-таки. Сегодня ветрено. И будут еще хорошие деньки. О, да, бодрит чаек. Ну что, пишите что-нибудь там. Сейчас я допью чашку, да пойдем дальше. Куда тут еще сходить можно? Но если выпить глинтвейн, то точно на лавочке при спите. Да, но я, знаете, тут стали продавать безалкогольный глинтвейн. Безалкогольный, то есть там не напиток, вы пьете и все. Ну а тот, который на вине, так, конечно, представляете, да? Горячее вино вы еще выпили, сразу на вас бодрить будет. Иным носиком, интересно. Там он дальше на цветах возле памятника Чехову. Прикольная такая, как мини-птичка, да? Такой длинный носик тогда у них. Они еще к цветку подлетают и вот этим длинным носиком туда залазят в цветок. Прикольно. Я вот никогда в жизни не видел таких существ интересных.
все-таки задаешься вопросом, как Бог, природа сотворила, да? На такое многообразие видов, всяких разных существ, странных, вообще даже невозможно представить это, просто невозможно представить, как оно все, откуда оно все взялось, как оно все образовалось, вот эти вот животные всякие, черепахи, вот эти колибри тоже, да, пчелы, вот именно, что, которые медом вот питаются, да, вот, которые под мед, под цветы, да, у них специально все, видите, тело приспособлено для определенного выживания в определенной среде, понимаете, да? Ё-моё, как вот это все многообразие, оно появилось на свет. Вообще красота. Так, ну что, допил я чаек. Давайте. Собираемся. Путь, дорожку. Дальше. Чуть-чуть погуляем, да, я уже стримить закончу. Кто помнит мои стримы с Якутска, холод минус 50 градусов. Смотрели, может быть, я ходил год назад или 2 года назад. Снимал по Якутску зимой в минус 40, минус 50 градусов по улице. Но там, конечно, приходилось заходить в помещение, греться. Иначе, ну я там могу, допустим, могу на улице долго быть, да? А телефон, он просто замерзал. Просто замерзал, и приходилось, короче, заходить в какие-то помещения, магазины, там греться, потом дальше, выходить и дальше идти. Ну так я где-то до 2 часов, да, у меня до 2 часов доходили стримы, представляете, да? А тут ты что не стримить, тут можно вообще целый день, а так вышел, куда-нибудь ходишь, под зарядку включил и это самое, ходишь, бродишь. Главное, чтобы ветер не мешал вот этот. Вон тоже люди гуляют. Ну, такие, обращаю внимание, сейчас в основном пожилые уже. Пожилые. В основном женщины. В общем, в основном женщины. Также есть мамы с детьми. Такими, ну, еще дошкольного возраста. Отдыхают. Так, что, пройтись с вами до Приморского пляжа, Приморской набережной. Тут, благо, недалеко. Как там качество заодно проверить. Так, ладненько, давайте сейчас поставлю вот так вот и пойдем дальше. В том месте обычно качество уже теряется, где много народу. Здесь вот народу совсем нету, поэтому, может, связь хорошая, поэтому. А где людей много, там, соответственно, сота занятая нагрузкой, поэтому и качество пропадает. Да помехи разные там получаются, всякие разные. Вот. Смотрите, какая красота. Да, я смотрела, там еще на каком-то доме был экран минус 50. Ага. Термометр, ага. Ну, 40. Вот эта зима не такая холодная была, которая была. Там где-то 50 градусов всего лишь дня 2 было. А вот предыдущая зима, она была довольно холодная. Там до 56 градусов. И причем температура 50, минус 50 стояла недели 2 или 3 даже. Ага. Ну долго, почти с месяц где-то. Вот. А здесь что? Вообще красота.
после севера-то нашего. Вот фонтан какой-то забытый. Такой же вот там, подобный в этом Зазеркалье, жилом комплексе. Фонтан. Аллея пальм. Кстати, пальмы стали подвязывать вот таким вот образом. Или это новые высажены. Тут же, короче, в этом году что случилось? Эпидемия на пальмы напала. Какая-то проказа, что жук какой-то, который их выточил. И они внутри сгнили или что-то, короче, их все удалили. Там на набережной штук 10-15 их удалили и новые посадили. И вот так вот привязали такие веревочки. Тут тоже дорога какая-то есть. Даже не ходил никогда. Куда эта дорога ведет? Давайте пройдемся немножко. Немножко. Тут тоже капельная система орошения. Вот к этим домам, наверное, да? А мне туда зачем идти? Угу. А, вот это вот веревочная дорога. Слазить ли хотите? Вот сюда вот. Так, ладненько. Поднимаемся. Спускаемся, поднимаемся. Так вот ходить, конечно, это нагрузка. Кардио хорошее для сердца. Замечательное. Полезно. Работать, да? В этом городе счастья. Как вот можно работать? Тут только можно, по-моему, бездельничать. Или нужно. Работать грех. Ну что-то, если у вас есть какой-то. А так, вы, к сожалению, не протянете долго. Фу. Чуть-чуть поднялся и уже запыхался. Ой. Вот еще раз к этому озеру мы вышли. Видите, Крым, он с пальмами. А это Черное море. Черное море, Азовское море. Можно вон туда, вверх, по колоннаде пойти. А, там ниже она. Но, неохота вверх подниматься вообще. Я понимаю, почему леность у жителей вот таких городов. Потому что, знаете, это же надо силу иметь. Тренировку какую-то. Ходить. Когда вот житель равнинной какой-то территории, да, равнинной, что он думает? Ну вот по карте посмотрел, да, вот точка, там метров столько, да, дороги известны все, куда что идти, да, все рассчитал по времени. А здесь точка, да, вот там, допустим, внизу, да, а вторая точка где-то вот там на горе. Они вроде бы рядом, шлепать заколебешься. Да еще и не дойдешь, может дороги нет. Вот какие розы здесь растут шикарные. Видно, нет? Поэтому не все так просто, как кажется с первого раза. Ну, тут хорошо, тут вниз дорога. Ох, тут бамбук, смотрите, растет. Бамбук. Были в этом Никитском ботаническом саду. Там этого бамбука тоже дофигища.
Вот еще одно агентство недвижимости. Вот. Сюда подходите, берите апартаменты в аренду или покупайте. И будете вот здесь вот ходить, жить, дышать. Все-таки, где вот эта кухня, да, у них запахи. Фабриканты, запах он кухонный такой, прямо забивает нос. Ну тоже, видите, да, пожелтели герани-то, да? Или это такой сорт? Ну, осень же. Осень. Вот. Вот это что за дерево такое? Бамбук тоже, да? Ну вот такой какой-то, как сахарный тростник, вот я знаю, да? Сахар на Кубе выращивают. Его, вот он так выглядит, подобно. Электрокар. Смотрите, с грузовиком. Это, видать, электрокар, грузовик. Да, что-то облака там. Похоже, погодка-то меняется кардинально. Смотрите, пальма интересная, да? Как будто бы их кто-то ободрал снизу. Там шире, а внизу уже и ободранная. Нету вот этой вот волосатки, мохнатки. Почему-то. Мне казалось, что наоборот дерево должно быть снизу шире, а кверху уже. Нет, ну так кажется, да, а здесь наоборот, вот смотрите, экземпляр пальмы. Как будто бы его кто-то тер снизу, как-то подходил, обтирал, всю вот эту вот мохнатку с него постирал. О, голубя, голубя, голубя. Ну что вы тут забыли-то, а? На пляже людей нету. Бедные птицы, им есть нечего. Они вынуждены ходить по лесу и выискивать, что Бог даст, что Бог пошлет. И тоже пожелтело это растение. А вот это вечно зеленое, какие-то пихтовые такие ветки прикольные. Они не колючие, такие мягкие, на ощупь прикольно. Так, ну что? Прикол, смотрите. Союз Печать, журналы. Вон, еще какой-то древний киоск. Он. Союз Печать, представляете, да? Он тут как музейный экземпляр стоит. Так, вот она колоннада, вот сюда вот наверх. Если вы подниметесь, то подниметесь на эту колоннаду. Я не буду сюда тащиться, неохота мне. Там, если саму колоннаду эту снять, ну такая колоннада, как там, не знаю, что колоннада, колонны такие. Ну, красиво, конечно, да. Когда-то здесь был вид, тут уже вот этих деревьев таких больших не было, это все искусственно насажено. Кстати, смотрите, сколько шишек, а. Вообще много. Вообще дофига шишек. Ё-моё. Вообще дофигища шишек. А вон там эти бабушки под памятником Чехову, как они сели, как они и сидят. Кстати, одна из них курит. Я не думал, что бабушки курят. Сложно людям перебороть себя. Это надо все равно какую-то силу воли. Ну вот еще раз бювет, бювет проходим с полезной водичкой. Что-то я забыл про него, про этот бювет. Так. Вот еще вот это дерево странное. Вот такое вот волосатое какое-то все, колючее.
короткая. Видали, да? Ух, там этот косит траву человек. Шум поэтому. Видали, да, какое дерево? Интересно. Так, и, ладно, проходим сюда. О, собачонка. Чья такая собачонка? Зеленстрой написано. Сенокосилка. Чтобы не оглохнуть, наушники. Ты что, потерялась, что ли, собака? Ау. Собака потерялась? Чашка. Смотрите, какой домина. Кстати, здесь пункт выдачи Валберис есть. Вальберис. В этом доме. Лотос. Сейчас вон туда. Ниже спустимся. Тир советский. Здесь вот тоже нижняя парковка. Так. Ну, какая-то машина. Странная. Здесь в Приморском парке. Лада. Кстати, я обратил внимание, тут довольно много такого транспорта, вот этих всяких москвичей, жигулей, вот этих древних. Мы там где, в Никите ходили, там одна такая стояла, потом вторая. То есть люди как бы ездят, ну, для дела, возможно. Тут площадка интересная такая, зона. Вот это спа Опера Прима. И сейчас тут вниз будет. Вниз. Путь. О, дрова пилят. Дрова пилят. Какое-то дерево. Обрезали дерево. Смотрите, вон там дерево. Они часть, один ствол спилили еще. Так они вообще спиливают его. Спиливают и вот складывают в эту газель и увозят. Так, надо быстрее проходить, тут собаки. Проходим этих ребят. Куда? Кстати, беседка прикольная вот эта вот. Но сейчас туда не буду подниматься, потому что шум здесь сильный. Ветер, ветер. Так, что нам будет? И так вот. Здесь столовка. Это вот домашнему перекусить. Здесь у вас аппетит и деньги. Так, ветер, ветер. Сейчас почитаю еще, что пишет. Вот тут, кстати, вот такая есть тропка. Вот так вот можно ходить. Вот туда можно прямо вниз спуститься. Но сейчас не будем здесь спускаться, так поверху пойдем. Недавно сделали, я так понял, вот эту вот штуку. Здесь еще фонтан со слониками. Лампочки. Так, это куда-то туда идет, вниз. Да? Или, вот к этой. Это детская площадка там. Игровая площадка детская. Представляете, вот там вот. Так интересно, идешь и натыкаешься на разные такие вот деревья скрытые. Разные зоны, про которые, в общем-то, даже не догадываешься, что они существуют, потому что они все спрятаны за деревьями. Так, где-то Пуд, вот он, Пуд. Магазин Пуд. Ну, цены тут я сразу скажу, что они такие не сильно высокие, не сильно низкие. То есть такие, чуть выше средних, наверное, если смотреть. Ну, понятное дело, тут рядом
набережная, поэтому все, что рядом находится, тут все подороже. А я думаю, там будет вообще капец задувать. Так, вот тут была какая-то стелла. А, вот она. Вот ее вам снять. Вот это со времен Советского Союза. Туда лестница. Со времен Советского Союза еще она поставлена здесь. Там много букв, читать я их не буду. Ну, вот такой обелиск. Там кто дедушка Ленин. И много-много букв. Вот здесь вот. А это, видать, курортное дело, когда открыли, они поставили. Ну, то есть раньше отдыхали, да, в основном буржуи, да, богатые. А когда большевики пришли, они сделали отдых общедоступным для масс людей всех категорий, поэтому без проблем трудящиеся приезжали сюда, отдыхали. Так, вот тут улица какая-то, не знаю, что за улица. И там, вот, интересно, такой дом красивый стоит. Вороны, кстати, появились. Начали каркать. Еще они прилетели откуда-то. Ветрюган. Здесь мы по этим гранитным ступенькам идем, спускаемся. Ух ты, смотрите, какое вот тут дерево-то здоровенное. Видали, да? А это раньше не обращал внимания. Он такой интересно, красивое, да? Что это такое? Сосна, кедр или что? Форма интересная. Ну и вот тут вот уже Приморская набережная. Сейчас немножко я пройдусь, там задувает однозначно. Это 4-й уровень Приморской набережной. Так, читаю чат. Красивое дерево. Добрый день, Тимофей. Добрый день, Тимофей. Погода вообще класс, смотрите. Голуби здесь гуляют. Проверяю, как связь на волне. А сегодня давайте посмотрим, сколько людей. Людей вообще нету. Ну хотя есть немного. О, один человек вижу. Раздетый лежит. Я вчера купался, кстати. Красивый Василий Лавыгин. Ты что, опять в Крыму, счастливчик? А что, если мне отпуск так вот разбили на два? Одну часть отпуска мне сказали, давай гуляй в июне, а вторую часть вот в октябре, осенью. Но я никогда осенью не был вот в Крыму, на юге, поэтому решил, так сказать, на собственной шкуре посмотреть, почувствовать, что такое осень. Ну, вот она, Ялта. Привет. Тут, наверное, сильно. Сегодня ветер, кстати, ветрюган, бальность, видите, балла 3, наверное. Красный флаг. Купаться нельзя, я не видел, что кто-то купается. Но вот так люди немножко лежат. Вот там вот человек даже разделся, вот прямо подо мной лежит. Может, он набухался что-нибудь, винишко там. Он лежит. Я вчера купался в море нормально. Первый раз зашел, было прохладно. Ладно, давайте уходим отсюда. Первый раз. А третий раз так вообще нырять стал. Короче, организм он такой хитрый, что он приспосабливается вот к погоде, привыкает к температуре. И когда уже в воде сидишь, градусов 19-20, наверное, вода была, ты уже холода не ощущаешь. То есть можно было, в принципе, там дольше находиться. Одна женщина видел, она вообще туда зашла,
воду и далеко уплыла. Далеко и долго, там, не знаю, полчаса или сколько плавала. Короче, много пожилых, вот бабушек тоже с утра, дедушек, лет так по 60-70. Они здесь сейчас отдыхают. Просто идут ложатся там куда-нибудь на камушки или вот на шезлонг и просто лежат где-то на берегу и дышат воздухом. Вот это Пешков. Мы вид сзади, памятник известному российскому, советскому писателю. Так что вот мне так вот разбили отпуск на две части. Я думаю, что там у нас уже снег. Я думаю, что вы там в Якутске сидеть в отпуске, там вообще рехнешься. Забухаешь и только во вред. А тут вот хоть можно погулять. Вот смотрите, я сейчас там чаек пил в Приморском парке, взял с собой термос и чаек там, сел на лавочку, чаек. Потом там это сероводородный источник. Я его тоже там попил водички. Все так хорошо. Волна, да, связь. Волна. Василий Лавригин. Светило хищников о встрече не договаривались. Да нет, что-то. У него свои планы, у меня свои. Короче, тут каждый час, в принципе, расписан. Сейчас просто в Никитский ботанический сад. Обратный путь был очень таки на этом 130-м автобусе. Там он так вилял вверх-вниз по этим горам. Я все проклял, короче. Потом, когда вылез, мне так дурно стало. Короче, дурно. Верхний уровень. Так, куда-нибудь встать, слушайте, чтобы не дуло здесь. Мне так дурно стало. Я где-то, наверное, с полчаса сидел просто. У меня аж в глазах все это самое, знаете, темнеть начало. Хорошо я выбрался с этого автобуса. Как они тут ездят? Я офигею, блин. Вообще. И у меня это такое состояние, нестояние немножко мутит. Поэтому я тут вот так просто хожу, расслабляюсь. Ой. Да. В следующий раз поеду, там, когда тошнить будет. Вот что-то давно у меня такого не было. Вообще. Обычно я тут езжу, а по дорогам-то нормально как бы все. А здесь меня что-то я не выдержал. Так, вот здесь вот терраса. Кафешка. Она работает, но людей нету. Ну, вечером люди. Такие красивые здесь сооружения. Рядом с гостиницей Ариадна. Это, видать, тоже к ней относится. Древнее строение. Вот если смотреть старинные фотографии, еще дореволюционные, вот это здание, оно везде на снимках есть. То есть тогда тут и деревьев вот этих не было. Тут уже, смотрите, как все засадили вообще. Угу. Капец, все разрослось. Раньше же не было столько деревьев в Ялте. Это вот за последнее вот время, за советское время все вот это, по сути дела, было понасажено. Вот эти все растительность, вот это все сформировано. Набережная. А до этого тут совершенно все по-другому выглядело. Но вот это здание гостиницы, да, гляньте, оно везде там на снимках есть. Ялты. Новое кафе, ресторан Испаньола. Потому что вот здесь вот у нас сама Испаньола. Красивый дом. Тут, кстати, высокие потолки, вообще крутые. Вообще отдохнуть, конечно, нормально. Но тут место, не знаю, такое тусовочное, много народу, поэтому тишины такой нету. Много машин, транспорт ездит круглосуточно. Вот она, та самая Испаньола.
Ну, сегодня такой день. Чат видны. Привет. Что за волна? Волна, да, волна. Так, кто еще? И правильно, и нафиг нужен этот идти. Я с ним встретился и заболел. Он ходячий негатив. В Ялте. В Ялте. А тут недалеко на набережной решил, чтобы далеко не ходить до берега. Тут прямо мы вот сняли жилье в 15 метрах от пляжа. Поэтому обленился совсем, неохота никуда ходить. Раньше мы где-то там на улице строителей жили, где-то там на горе, вообще далеко. Там спуститься-то спустился, а вот подниматься, туда, это все проклянешь. Там метров 100, наверное, высоты над уровнем моря. И все проклянешь вообще. Вот тут джип-туры, экскурсии по Крыму, пожалуйста. Вот вход в Ариадну. Арианда или Арианда, да? Все путаю. Этот рынок сувенирный. Сувенирный рынок. Ну, людей, видите, да, сколько? Фига. Так, что пишут еще? Тима. Так, ой, да, Курдюмова. Вообще уже оскорбляет. А я Глухов, ты опять со своей Курдюмовой? Я уже не знаю, что. Вадим Экстримов вообще обалдел. Каждый день ведет стрим практически. Ну да, надо ему, надо. Профессиональный блогер. Я-то так, просто, я даже не блогер, я просто снимаю свою жизнь. Вот, то, что вижу, то и снимаю. Ой, ветрюган какой здесь, а? Там голубей сколько. Моя туда даже идти неохота в сторону. Дует. Абсолютно все делаю, так сказать, хобби у меня это, да, такое. Чисто, чтоб скучно не было, снимаю. Может, кто-то увидит, что-то посмотрит. Уже приятно. То есть выгоды никакой вообще не ищу. Так. Тимофей, да я знаю, но как горы. Да. Туда подумаешь, куда-то идти, опять надо в горы тащиться. Ноги уже что-то слабо ходят. Не тренированный, обленился. Поэтому тут можно погулять. Слушайте, смотрите, это пионеры, что ли, стоят? Смотрите, точно. Какое-то здесь заведение. Смотрите, первый раз я вижу. Видно, да, это пионерка с красным галстуком. А что это на ней, какие-то Levi's? Или как это? Не Levi's, это же крутая фирма какая-то. Фу, дорогие на чемоданы делают. Это пионер тоже. Во всем фирменном. Представляете, да? Как же фирма-то это называется, а? ВЛ. Даже с барабаном. Пионер с галстуком, барабаном. Но почему-то его назад поставили. Развернули боком, а этот вперед стоит. Ух ты, тут смотрите, какая-то такая вот есть. Что это такое? Подиум металлический. Для чего он здесь нужен? Здесь зона интересная. Давайте посюда пройдем. Я не ходил здесь обычно. А сейчас посмотреть вот такими закоулками, черными ходами, походить немножко. Илья Глухов. Тима, я против жизненных стримов Вадима Экстримова. Ну, против. Ну, молодец, что против. Ну, что я могу сказать? У каждого свое мнение. Поэтому кто-то любит, каждый день хочет его смотреть стрим, а кто-то вообще не хочет. Так, ладно. Вот тут какие цветочки высажены.
Тут какая-то волшебная есть арка. Она вечером подсвечивается. И говорят, когда через нее проходишь, а, можно загадать желание, типа оно сбудется. Вот это вот. Вот эта арка, смотрите. Надеюсь, качество хуже не делается. Проверяю волну. Так, как она тут? В Ялте вообще тут зона, как говорится, такого плохой связи, все говорят, да? Ну вот смотрим, вот проходим, загадываем желание, арка такая вот. Ну, котик чей-то с ошейником. Ну что сидишь тут? Вот такая вот гравий мелкий такой насыпан. Вот почему вот в этом в Семизе такой мелкий какой-нибудь гальку такую не насыпали, а булыжники какие-то, по которым строительный гравий насыпали, по которому ходить невозможно. Так, туда не будем ходить, вот сюда будем ходить, развернемся вот по этой. Там еще ветер дует вдобавок. Тут какой-то домик интересный. Это магазин, я так понимаю, крымской косметики. Тут много таких магазинов. Ну, лаванда, смотрите, лаванда. Еще что-то. Ой, какой запах здесь. Лиара. Лиара. Пахучий вот это лавандой. Прямо так вот запах лаванды такой. Тут, я знаю, туалет был вот в этом месте. Да, точно. И игровая площадка. То есть ЖМ. Сколько стоит туалет? 25 рублей. ЖМ. Налево Ж, направо М. Да, не с собой. Так, тут зона какая-то есть. Фрирайд написано. Детская игровая площадка. А, это вообще тренировочная. Тут вот турники есть. Ну вот она, по-моему, была здесь уже давно. Турники, так что можно. Вон тоже мужчина бьет мяч. А мы просто ходим. Фрирайд, танцевальный центр есть. Фрирайд, танцевальный центр. Я думал, фрирайд это вот веревочный парк, где лазить надо. Бьет. Бац, бац. Прокат, обучение, ролики, теннис, скалодром. По-моему, раньше здесь все-таки было больше всяких вот этих вот тренажеров. Сейчас что-то они здесь поубавили. Так, опять сюда вышли. Так, вот к этой стеле. Так, а я хотел уже куда-то еще дальше пройти. Тут невозможно. Надо обратно в ту сторону идти. В сторону туалета. Так что, кто не знает, вот в этом месте есть туалет платный за 25 рублей. Рыбчиков. Тут какая-то ягода такая растет. Чем-то на голубику похоже. Не знаю, что за ягода. Но она явно несъедобная. Фу. Так, что-то я находился. Надо присесть. Однако надо присесть и где-то лавочку найти. Ой. Сейчас вообще класс. Сейчас можно ходить вообще бесконечно. Жары нету. Еще один кот. Или кошка. Смотрите, какие ворота древние. Вот еще какой дом. Да, интересная архитектура в Ялте. Смотрите, какие эти балкончики оригинальные. Видите, да?
Красивые балкончики, симпатичные. Здание тоже симпатичное. Это вот это вот здание, дом композитора. Вот мы сзади него вышли. Там где-то наверху бассейн. Ну тут эти гостиничные номера. Так, вышли сюда. Нимфы, да, это? С такими круглыми штуковинами. В зоне заграничной. Так. Тачки. Тачки. Музыки. Мусти. Слушайте, сегодня какое число? Сегодня 14, да? Вчера ходил тут церковь, короче, католическая есть. Там вечером, в 7 вечера был концерт. Орган со скрипкой Вивальди. Времена года. Все, конечно, ну так вот сходить, послушать, все нормально. Впечатляет, немножко впечатляет. Причем думал, народу мало, зал был битком забит людьми. Ух ты, какая домина-то, а? Слушайте, какой красивый здесь домик-то, а? Резной. Вот это да. Культура. 19-й, первой четверти 20 века. Краснов, архитектура высочайшего двора. Экспозиция. Смотрите, как тут прикольно, а? Ё-моё, вы еще там не разбежались, чата? Так, чат. Я обычным приложением пользуюсь, без всяких. Так. Илья пусть ведет, ему надо канал развивать. Да. Меньше пить, больше канал развивать. Так. Хотя от него отписался, политика одолела. Угу. Тима, а ты соскучился за моими фоторепортажами, за моими стримами? Да, снимай тоже, Илья, снимай. Смотри, какой тут дом шикарный вообще. Смотрите, вообще шикардос. Тут запрятан где-то среди деревьев. Как все здесь. Видите, да? Вау. Вот. Почему сейчас так не делают, а? Черти построят какое-то из стекла и бетона говно и делают, говорят, что это красиво, да? А вот почему так не делают? Смотрите, какой шикарный балкон, а? Вау. Фантастика. И вот здесь тоже дом. Тоже балкончики, смотрите, какие здесь. А что тут? Музей. Музей здесь. Историко-литературный музей. Вот здесь находится он. С 1 октября с 10 до 18 работает. Тайны старой архитектуры. Тут тоже музей. Вот тут музей, кстати. Смотрите, эта штуковина размазанная, да? Наверное, качество плохое. УССР, памятник историко-мемориальное здание. У СССР еще табличка такая железная. Видно, да? Или качество совсем дерьмо, да, стало? Ну вот, наверное, куда-то зашли эти дома, они тут мешают. Ну, они интересные. Вообще, вот эти деревья, они отчасти мешают. Я бы вот это дерево, честно говоря, спилил бы. Потому что оно вот заслоняет архитектуру. Вот зелень, конечно, хорошо, но когда оно в избытке и не видно, собственно говоря, самих вот этих вот шедевров архитектурных. Вот тоже, да, смотрите, какие там окна. Прикольные.
Ну, там люди живут, сдам жилье. Смотрите, можно вот здесь вот жить даже. Культура Ялты 19 первого. Половины 20 века, четверти. Что тут памятник есть? Газета, киоск. Что тут за вывеска? Государственное бюджетное учреждение Республика Крым, Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста. А. Так, вот какая-то женщина. Кто такая? Честно говоря, несколько раз был в Ялте, а еще не видел. Еще Леся Украинка. Леся Украинка. Это была поэтесса, да? Писательница, поэтесса. Гарри Орловский. Привет, давно идет. Ну, сколько уже? 1:42. Так, картинка плохая, да, но вот тут в Ялте проблемы со связью. Да, я зашел тут, может быть, тут экранируют вот эти сота экранируются. Это за... Я нахожусь сейчас за... Вот это здание высокое, это как дом композиторов, за ним вот памятник известной женщины, и за ним вот этот шикарный дом вообще. Так, ладно, туда еще пройдемся немножко. Газеты. Кто сейчас газеты читает? Я, короче, зашел в этот киоск Крым Печать, или как он называется. Спросил, есть ли газета местная, ялтинская. Сказали, что нифига нет. Смотрите, какая дверь, а? Ё-моё. Настоящая, деревянная. Какой узор, а? Да. Класс. Вообще. Тут тоже здание, там узор. Ну, тут я так понимаю, что большинство помещений, вот этих квартир под сдачу. Везде телефоны. Вот это модерн, я так понимаю, да, вот эти вот растительность. Тут что-то вперемешку с античным и модерном. Екатерининская 9. Колонны какие, а? Интересно как смотреть. Смотрите, колонна. Такая вот арка. И дверь. Смотрите, какая оригинальная дверь. Хорошо, что не ставят вот эти вот пластиковые дебильные двери, как любят сейчас. Вот такую красоту уберут, и ты, если реставрировать просто, хотя выглядит, ну, в общем, нормально. Это, видать, еще время дореволюционное. Да. Даже походить вот просто по улочкам интересно. Так, вот это, по-моему, театр, да, у нас? Это обратная сторона его. Да, точно. Ялтинский театр имени А.П. Чехова. Это задняя сторона. Тут артисты, видать, входят. Так, вот у нас репертуарный план. Так, что у нас? Никакое число. Это какой год-то? 22-15 октября, 14. Крымская филармония. Мой голос для тебя. 6+14. 16 в 12 приключения Незнайки 5+. Да, так и 19-го Ханума будет идти. 22-го, 23-го. Приключения Незнайки. Да. Жалко, я вырос с этого возраста. Вот еще один дом прикольный, смотрите. Котов здесь немерено, по-моему. Вот Крым — это царство, кошачье царство. Так, почитаю.
горизонтально. Как там отдыхается? Ну как, вот хожу. Сегодня ветер. Штормит там балла 3, может больше, может меньше. Красный флаг на море, поэтому так прохладно. Ветер дует сильный. Поэтому решил чисто по городу вот здесь походить. По вот этим историческим улочкам. Поснимать вот эти древние архитектурные строения. Кстати, очень интересно. Одна растительность. Вот эти деревья, они все заслоняют. Вот здесь я вижу уже балкон вот этот. Или, это вот такое есть филармония. Тут вот филармония находится, вот этот дом. Да, да. Тоже красивый дом такой, а? Видно, да? Красивый дом, но он его не видно за этим деревом. Деревья тут насадили, они сейчас все разрослись за последние 100 лет интенсивного освоения Ялты. И здание-то красивое, а не видно этой красоты, зато вот решетка какая. Видите, да? Прикольная. Вот еще дом какой-то, ух ты, тоже красивый. Флаги Республики Крым. Вижу, да? Герб России. Отдел номер 20. Это. Вы понимаете, что Приморье это прям больно. Ну ладно, сразу. Шел, прихожу домой. Это здание Казачества России. Казачество России вот здесь находится. По улице Екатерининской. Екатерининская это улица, наверное, в честь Екатерины Великой, да? Названа так. Я особо историю как не разбираюсь. Особо как бы похвастаться нечем, это минус. То было много, конечно, всего полезного рассказал. Памятник архитектуры. Здание построено в 1902 году архитектором Шаповалов. Бывшее общество взаимного кредита. Да. Симпатично, смотрите. Недавно его, видать, отреставрировали. Выглядит как новенький, как конфетка. Так, вот здесь. Как вот здесь вот. Что вот это такое? Пожалуйста. Проход какой-то. Центр развития творчества детей и юношества. Зенклойское молоко. Реклама. Видать, магазин здесь, да? Вот тоже решетка, да? Такая симпатичная. Ну, их надо красить периодически. То есть, так оно все красиво выглядит, но, видите, да? Обтертости уже видим. По идее, должны как-то через года 2-3 красить, чтобы более-менее так выглядело, не заброшено. Как это называется? Блинотека. Кафе блинная, блинотека. Даже я не знал. Заборы какие, смотрите, шикарные, да? Даже просто походить по улочкам, это интересно. Смотрите, 18 плюс нашел. Интим Фан. Лубриканты, феромоны, белье. Чайный рай. Прямо напротив. Так что вот кому нужны интимные товары, пожалуйста, вот здесь вот по этой улице. Как дом, я не знаю, но вот тут недалеко от театра Чехова. Чайный рай. Так, куда это мы вышли?
Да, вот тут такое вот строение, тоже дом красивый. Пальмы. Тоже видно дореволюционное строение. Симпатично все так выглядит. Так, вот эта улица, вон там выход на набережную. Мы там не пойдем. И вот там где-то здесь вот театр будет Чехова. Немножко тут прогуляться по этой улочке. А, это улица, кстати, вот это называется улица Чехова. Здесь вот булочки вкусненькие продаются. Кстати, здесь покупал раньше, когда мы куда-то ходили, брали эти булки. Они хорошие, большие, вкусные, начинка. Так, вот смотрите, видно, да? Как делали. Симпатично. Вот, кстати, Евпатория тоже она старинная, тоже красивая. Ходишь, вот так рот открываешь везде. Там еще, по-моему, древнее вот эти дома какие-то есть. Работа для девушек. О! Так. Это на реставрацию дом идет. Выкинем мы эту работу для девушек. Не нужна она нам. Реставрация. Сейчас я мусорку найду. Ух ты, товарищ какой-то лежит. А где тут мусорка-то? Смотрите, о, тут церковь или что это? Точно церковь. Ну вот все ходят по набережной, а можно походить вот ряд параллельно с ней. Вот эта улочка, она довольно тоже симпатичная. Тоже симпатичная. Здесь вот эти вот машины с украинскими номерами. Здесь. Так, это какой православный или католический? Скорее католический храм, да? Чехова 10. Ну посмотрите сами там по карте. А это отель интересный. Лофт-бар. Смотрите, у него заезд сюда. Прямо крыша сделана. Чехова 3А. Так, Палас. Отель Палас. Палас. Чехова 8. Там у них ресторан. Нужно в ресторане перекусить, если мы проголодались. Так, разворачиваемся. Вау. Тут дом какой, а? Интересно. Чехова 3 напротив этого паласа. Вах. Тут какой-то древний. Ну, окна новые уже, пластиковые на первом этаже. Почему вот эти белые обязательно надо окна ставить? А такие вот, которые выделяются. Чуть их нельзя вот под цвет дерева сделать, чтобы не так оно прямо таращилось. Это действительно портит эти вот исторические строения этими белыми пластиковыми окнами. Так, подписывайся. Гарри Орловский. Ну вот ходим, гуляем. Как качество, скажите мне. Тут говорят, фиговое качество в Ялте для стримов. Водолей. Какой-то магазин. Бутик. Напишите, как качество. Как качество. Сегодня ветер, поэтому решил погулять по городу. Апартаменты вон там
какой-то скворечник понастроенный. Там чьи-то вещи сушатся. Ну, удобно тут, как бы рядом одна набережная. Ялта — уникальный город-курорт. В XIX веке русская аристократия лечилась здесь от туберкулеза. Видали, да? Пожалуйста, не загрязняйте воздух. Не курите. И вот вайп, видите, да? Не вайпите. Главный лечебный фактор Ялты — уникальный климат, который представляет собой коктейль заморского горного воздуха, разбавленный фитонцидами и эфирными маслами прибрежных листов. Твое право курить заканчивается там, где начинается право других на чистый воздух. Молодцы, запрещено. Я бы вот везде бы, я вообще бы штрафовал. На телефон горизонтальный. Ну вот сегодня не. Сегодня так вертикально я его решил взять. Ну, смотрите на этом, на телефоне. Сейчас же многие используют телефоны для просмотра. Так, как кто-то я зашел здесь. Поэтому, если на телефоне смотреть, сейчас даже фильмы в таком формате снимают. О, в Таиланд путевка есть, 98 тысяч. С 26.10 по 3.11. Это сколько? Неделя, что ли? Сутка. Питание, завтраки. Пхукет. Ну там тепло, да, тепло. Надо только загранпаспорт. Ух ты, какие здесь. Это что за цветок? Этот же, да? Хризантема, по-моему, да? А это что-то на васильки похоже. Ну, я не разбираюсь. А, это продают здесь. Цветочки продают. Смотрите, улочка. Люсик на двоих. Что-то тут чем пахнет. Опять что-то готовят, что ли? Зайти, немножко посмотреть. Смотрите, тут если связь не перервется, как тут все сушится, чьи-то покрывала или что, простыни, квартира сдается. А так интересно тут все сделано. Ладно, не будем заходить, а то еще наскочит на меня и побьют за то, что я тут съемку веду. Магазин, продукты, правильно. Так, и тут мы выходим. Улица Чехова 1. По-моему, здесь будет спуск на набережную. Угу. Вот тоже какой дом, а? Симпатичный. Не, ну тут вообще просто классно ходить, смотреть вот на эти здания. Там какие-то лица женщин. Цветная мозаика, вот как называется, барельеф цветной. Вот этот один балкон почему-то разрушенный. Вот тут там пластиковое окно стоит, которое портит внешний вид этого исторического здания. Так здание вообще классное, конечно, красивое. Так, это вот мы с этой улочки сошли. Так, ну что, туда немножко пройтись еще. Туда уже наверх, там слишком шумно, я туда не буду идти. Ходить туда не будем. Это улица Морская у нас. Пиццерия. Так, а тут что у нас? О, библиотека. Смотрите, вот она где библиотека. Центральная городская библиотека имени Апчехова. Режим работы с 10 до 17, выходной воскресенье. Это новое здание, да? Или старое? Старое, наверное.
Так, а здесь что? Военный комиссариат города Ялты, Республика Крым. Вот где находится. Напротив салона красоты. Кстати, здесь бутик итальянской одежды Соло. Кому нужна итальянская одежда, вот сюда вот. Еще нашел что-то вражеское. Американ гараж. Ой, ё-моё. Американский гараж Салли. Смотрите, никто продукцию не покупает. Они аж Салли устроили, чтобы кто-то что-то купил. Тоже балкончик какой симпатичный. Такие модные оправы можно заказать за 8-6 тысяч рублей. Так, молодой человек идет, что-то пальцами выбивает, видать, они в ушах что-то вставлено, он идет слушать музыку. Так не поймешь, чего. Можно подумать, что псих какой-то сам по себе ходит. Что-то веселится. А вот эти вот зонтики здесь, кстати, они были не подсвечены. О, магазин Крокус. Крокус, вот тут вот продают фирменный магазин Крокус. Вот тут уже ветрюга, короче. Ветрюга. Так, ладненько, наверное, я сейчас тут уже прекращу стримить, потому что 2 часа 3 минуты уже. Да. Вот тут вот по улице Морской. Ой, ветрюга, ну ё-моё. Золотишко крымское, вот тут полно магазинов с золотом. Вот женщина зазывает на прогулки. Но я сейчас бы, честно говоря, не стал бы никуда по морю плавать, потому что волнение и вас просто вывернет от этого качания. Так, ну что, куда мы? Куда вообще? Нет, куда не обратно. Так что какой тоже дом красивый вот этот. Продам. Кстати, вот тут квартира продается. Вот на 2-м этаже. Телефон. Звоните. Там даже рамы еще древние сохранились, оригинальные, не эти пластиковые, как сейчас любят фильмы ставить, а эти вот деревянные, настоящие. Да. Это музыку включил. Синекс. Лабораторные анализы. Так, ну что тут надо будет где-то мне завершить уже стрим, потому что чувствую, что у меня уже батарейка разряжается. Вот тут смотрите, сколько тут жилья всякого. Какие-то вывески. Оптика. Статус. Так, вот тут надо в горочку идти. Вверх. Фух.
Вверх-то тяжело идти. Если вниз спускаться, то оно мило дело, а вверх вообще ноги надо тренировать. Ну, можно так вот, если ходить каждый день, гулять, то можно их раскочегарить. Так что вот кому библиотека нужна, вот здесь вот по улице Морской, рядом с пиццерией. Вот она. Книжки, кто любит читать. Фу. Ё-моё. Вверх. Туда не пойду, вверх. Сейчас еще немножко назад пройдусь по этой улочке. Прикольная, кстати, улочка. Тихая, спокойная, только машин тьма тьмущая здесь. Видите, да? Вот так вот все заставлено. Это еще говорят, что это мало машин. Хотя все заставлено. Да, цветочки красивые. Какие-то тут запахи пахнут. В последнее время плохо к запахам отношусь. Так, Грузия, 26-23 тысячи. Со 2 по 6 ноября. Что, 4 дня, что ли? Путешествие, это на автобусе. Угу. Вот, разные автобусные туры. Не, ну, на автобусе, конечно, хорошо, но надо быть немножко готовым. Тем более там, если куда-то в Грузию, там горы, вверх-вниз. Вверх-вниз надо вестибулярный аппарат хороший иметь. Пункт выдачи. Что за пункт выдачи? Открыто. Пункт выдачи. От чего пункт выдачи? Догадайся. Какой-то переулок. И оттуда ветрюган. Да. Я вот посюда не ходил еще. Открыто. Вот. Лен. Смотрите, где лен. Белоруссия. Фух. Так, опять вниз иду. Наверное, сейчас вон туда вниз спущусь и уже завершу это хождение. Смотрите, ух ты, как тут цветочками расписали стены. Ну, могут же, да? Если хотят. Красиво. Так, где там с задней стороны ходим. Такой переулок. Йога дворик. Лук Сайн Киев. Какие-то надписи непонятные. Так, мне мусорка же нужна. Надо выкинуть. Фух. Так, куда мы вышли? Что это такое? Дается. Ну, смотрите, тут дворик симпатичный, а? Золотой краской. Перила покажет. Это мы вышли. Смотрите, это театр эстрады. Вот у них. Вот с задней стороны этого театра эстрады. Кстати, там, если видите, скворечники какие двухэтажные, трехэтажные, настроенные здесь в переулке. Тоже балконы вот эти вот, уже пристроены, понятно. Вот эти вот типа лоджии, да, пристроены. Так уродски выглядит, белые. С профлистающим. Бога так.
А само здание оригинальное вот так выглядит. Видали, да? Какой шикардоз. Кстати, вот здесь площадка детская. Так, вот смотрите. Вот где Пуговкин жил. В этом доме на 3-м этаже с 1991 по 2000 год жил народный артист СССР, почетный гражданин Ялты и Крыма, инвалид Великой Отечественной войны Михаил Пуговкин. Вот этот дом исторический, который облепили какими-то вот этими непонятными. Рядом прямо с театром, за театром. Вот станция трансформаторная. И я помню вот здесь вот, где зона перед театром, там какие-то памятники интересные стоят. Сейчас мы туда пройдем. Кто-то тут спал. Бомжи, наверное, да? Здесь зона проживания. Так вот, рядом от набережной, удобно. Отошел, прилег, поспал. Во, получается театр имени Чехова, вон он, да? Мы его видим. И вот здесь вот эти вот архитектурные композиции. Ой. Кстати, вот еще один туалет вот здесь вот притаился. Вот там какие-то архитектурные арт-объекты. Непонятно, это зеркало такое. Кто это? Ширвинд. Жванецкий. Фамилия. Портфель Жванецкого, да? Это чей? Арканов. Сюртук. Или как он называется? Кобзон. Не думая о секундах. Корона, видели, да? Звезды. И здесь вот еще. Звезды. Алла Пугачева. Юрий Богатиков. Филипп Киркоров. Кто тут гастролировал, видать? Группа «Нана». Тут вообще ничего нету. Махмуд Эсамбаев. Владимир Пресняков. Михаил Пуговкин. Вот таким вот образом. Как это называется? Концертный зал юбилейный. Закрыт. А что закрыт-то он? Почему? Почему здесь нету никаких? Никто не гастролирует. Сбор не сделают. Наверное, да? Так, а это кто? Кто тут притаилась? Какая-то женщина сидит. На чем-то она играет, что ли? Это арфа у нее, да? Да, ее бы помыть хорошо было. Она вся обкакана птичками. Арфа точно. Бедная женщина. Еще какие-то значки. Так, то, что виснет, всем заедает. Пугачиху надо выковать. Пауэрбанк есть, но я уже устал ходить, 2 часа хожу. Сейчас тем более тут что-то виснет, да, говорите? Сейчас я Пугачиху выковырять. Ну, приходите, вот выковыриваете, там, не знаю. Филипп Киркоров-то нормальный вроде бы. Все, да. Так. Здесь растет. Туйка. Мое. Даже не
большие волны и ветрюга. Так пройдем. Где тут нету этого ветра? Полночка. О, это что такое? Какие-то плоды колючие. Мне неизвестно, съедобные. Каштан, это каштан. А где каштан? Вот он. Каштан, да? Уже все опало с него. Все плоды. Короче, тут мы... А, вот это что такое? Это что такое? Что это такое? А, это каштан внутри такой, что ли, он? Вот он. Это снаружи получается. Ну, надо сюда посадить, да? Это вот плоды каштана. Снаружи он колючий, а внутри вот такой, да? Прикольно. Надо взять себе на память парочку таких экземпляров. Сувенир. Ой, я же не видел. Хожу, удивляюсь тут всему. Каштан нападал. Короче, мы тут купили, видите, что, инжир. Что-то совсем дешево, 50 рублей лоток. Вот такой он сладкий, вкусный. Но он уже, конечно, он уже перезревший, но нормально. Кушать можно. Вот опунция растет здесь, вот кактус. Вот этот, с такими острыми. Так. С такими острыми колючками. Вот тут, смотрите, жилище. Прямо рядом с набережной. Квартира с двором. Послушайте, вот этот вот. Вы тут можете сидеть на этих стульчиках. Курить сигарету, ваш вайп. Пить винище какой-нибудь. Короче, кайфовать, да? Или пивас. Машины не парковать, проезд не занимать. Короче, тут театральный участок, там театр Чехова драматический, а там эстрада. Театр эстрады, да? Где большой зал. И вот мы, кстати, выходим с этой стороны к дому музыкантов. Вот он. Вот это здание. Вот он как гостиница, отель. Там на верхнем, на самой крыше бассейн, шезлонги, так что можно вообще никуда не ходить. То есть поднялся, там загораешь, лежишь на шезлонгах. Качество более-менее, но здесь зато ветруган. Какие-то окна здесь. Спуск туда вниз. Это из чего сделано? Камень точно. Мрамор или гранит, я уже не разбираюсь. Ну так вот солидно, да? Так вот положишь, и оно вечно будет лежать. О, ветруган. На улице сейчас сидеть вообще не захочешь. Белый лев. А это что такое? Белый лев какой-то. Уже историческое здание. О, тут еще один фонтан, про который я совсем ничего не знал. Женщина греческой наружности. Вот с таким вот кувшином. Представляете, да? Таскали они, да? Вот так. Раньше же не было водопровода, им приходилось, вот смотрите, таскать на себе вот такие амфоры, да, с водой. Еще она одну амфору в руке держала, вот это вот, да, вот. Представляете, да,
какая у нее была физкультурная тренировка. И причем, наверное, не один раз она ходила. Представляете, да? Или она там вино носила. Ну, короче, надо было иметь физическую закалку, довольно такую тренировку, чтобы, смотрите, нальешь воды столько, да? Она, во-первых, из глины сделана, она сама нелегкая. Ее еще тащить пустая, тяжелая, еще с водой, еще 2 штуки. Да. Так, Белый лев, тоже историческое здание. Сразу видно. Богато все так. И вот музыканты вот это сдают жилье. Ну и все. Ладненько, что, давайте. Туда уже не пойду. Ой, смотрите, пальма какая. Без этого. Ее не убрали. Те, которые дальше стояли, их все спилили, и новые вместо них посадили в этом году. А тут вот, видать, забыли. Смотрите, вот здесь вот рядом с домом музыкантов. И вон вторая тоже пальма тоже. Вот ее жук какой-то поел. Жук. Они говорят, внутри там сгнили. Вовремя обработку не делали, поэтому пальм много померло в Ялте. Вот это тоже доходит уже. Жук какой-то. Не разбираюсь я в жуках, конечно. Ну, короче, надо было заранее все это применять. Всю эту защиту. Аграрии же тут есть. Предприятия, которые занимаются уходом за растениями в городе. Ну, ладненько. Так, что дочитаю я ваши комментарии. Заедает виснет, капец, все, видать, труба. Филипп Киркоров, сатанист, просто хороший черт. Каштан, это вот каштан. С этих каштанов настойку делают для состава. Ну вот я взял тут немножко. Смотрите, вот они, да? Вот, каштанчики. Я взял немножко, и это самое, на память. Попробую съесть их. Будет еще стримы сколько, по стримить, да ветер мешает. Ну да, я вот тут кушал. Тут набережная, туда я вообще не хочу подходить. Там волны и ветер жуткий. Тут хоть сильного нету ветра. Так что давайте, ладно. Как будет возможность. Уже 2 часа 24 минуты. Как будет еще возможность постримить, я, короче, постримлю. Ничего заранее не говорю. Ну, смотрите, какое дерево симпатичное. Прикольно, да? Заранее планы неизвестны. Каждый день может поменяться кардинально. Так что покедово. Приятно было для вас постримить, походить. Тима, стой. Куда стоять? Давай пока. Айсик, куда стоять мне? Я уже все. Уже нагулялся. Уже 2,5 часа. С руки снимаю, без стабилизатора, без всего, просто так вот хожу. Импровизация такая. Ну, хорошо походили, посмотрели. О, сил порывы. Ё-моё. Возле вот с этой будкой стать. А если у нас земля как? Да. Сейчас вот решил посмотреть, что такое осень в Крыму. На собственной шкуре, как говорится, испытать. Так что сейчас пока здесь. Ладненько, давайте, все. Всем пока. До новых встреч. Так, кто там что написал? Он блогер. Ну я не блогер, я просто так снимаю. Ладно, всем пока.